разработки стандартов, которые необходимы для обеспечения надежной эксплуатации гидроэлектростанций. Ну, вот сегодня, например, мы рассматривали такие вопросы, как разработка двух новых ГОСТов по оценке технического состояния оборудования гидроэлектростанций. Совместное участие позволяет просто сэкономить средства, с одной стороны, да, на разработку нормативной базы, раз, а второе, получить нормы, которые всех бы устраивали, да, и включали бы все те лучшие практики, которые есть во всех гидроэнергетических компаниях нашей страны. Это главный источник возобновляемой энергии в нашей стране. Ну и в контексте климатической повестки, безусловно, этот источник должен развиваться, может быть, с вытеснением тепловой генерации, которая является основным источником выбросов СО2. Единственный эффективный способ борьбы с паводками – это как раз-таки строительство крупных гидроэлектростанций. То есть тут уже малыми ГЭС, деривационными не отделаешься. Тут надо строить плотины, водохранилища сооружать. Всем интересен этот уникальный объект, уникальный во многих отношениях, его другого такого в стране нет. Такой уникальный объект, который позволяет вырабатывать из малого количества воды большое количество электроэнергии, это вот Зарамакская ГЭС с уникальным тоннелем, такого нет нашего, с уникальными агрегатами, которых тоже до этого в нашей стране существовало, ну и с уникальным персоналом, который здесь очень подготовлен и, на мой взгляд, один из лучших в нашей стране. На 99% мы знаем станцию, на 1% не может знать никто, что может быть. И уже справляемся с этой станцией, ту выработку, которая намечена была проектом. В прошлом году наша компания, всероссийский филиал, в казну республики налогами отдала 1,5 миллиарда рублей. Перерастаем каждый год практически новыми станциями. Вот на сегодняшний день это 6-я станция филиала. Есть планы по созданию здесь, допустим, ГЭС-2, которая должна была дальше идти по каскаду.